Нетрезвый водитель Ауди сбил 51-летнего велосипедиста в поселке Борисоглебское. Пострадавший в реанимации, автомобилист на свободе. Родственники сбитого мужчины возмущены тем, что в отношении предполагаемого виновника аварии не возбудили уголовное дело и опасаются, что он вновь может сесть за руль. Айрат Назипов разбирался в ситуации. В лучшем случае, точнее, он не будет ходить. Дети и близкие сбитого велосипедиста Марселя Аюпова сдерживают слезы. Отец 5 детей сейчас находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Мужчина получил не только черепно-мозговую травму, но и переломы позвонков. Родные даже не знают, выживет ли он при таких травмах. Сейчас обездвиженного пострадавшего ввели в медикаментозный сон. Как считают сыновья мужчины, в такой ситуации отец оказался из-за водителя Ауди, который, будучи нетрезвым, сбил 51-летнего велосипедиста на улице Рабочей в поселке Борисоглебское утром 19 июля. Заведомо сел в алкогольном опьянении в автомобиль, превысил скорость, сбил человека на велосипеде. Он еще и не остановился сразу. Он остановился только через несколько сот метров, говорят, от 300 до 500 метров где-то. После аварии 60-летний водитель Ауди прошел экспресс-тест на месте. Уровень спиртного в несколько раз превышал максимально допустимую законом норму. После прохождения всех тестов его отпустили. В тот же день к нему домой приехали родственники избитого велосипедиста и записали показания мужчины на видео. Я виноват, я. Сажайте меня в тюрьму. И хотя мужчина признал свою вину, на видео он не стал подтверждать тот факт, что выпил за рулем. Вы ехали в алкогольном опьянении? Нет. Вы были не пьяны? Нет. Родственники Марселя Аюпова опасаются, что в дальнейшем мужчина будет отрицать свою причастность к произошедшему. Извинений так и не получили, как и предложения о материальной помощи. Они также возмущены, что в отношении водителя Ауди не возбудили уголовное дело, и он до сих пор находится на свободе. Возбудится уголовное дело только после того, как полиция получит, правоохранительные органы получат, собственно, историю болезни моего отца. Историю болезни можно получить только после того, как он выйдет из реанимации. Это может быть месяц, 2, 3 и больше. По закону возбудить уголовное дело можно после проведения экспертиз, которые и определит тяжесть причиненного вреда пострадавшему мужчине. До тех пор квалифицировать произошедшее нельзя. Ситуацию прокомментировали в ГИБДД. 19 июля 2020 года в 9 часов утра водитель автомобиля Audi в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улице Шоссейной со стороны улицы Северной в направлении улицы Рабочая, не выбрал безопасный боковой интервал до велосипедиста, который следовал по попутному направлению справа по краю проезжей части. В настоящее время возбуждено административное расследование, проводятся процессуальные действия. Сейчас родственники сбитого велосипедиста ищут очевидцев произошедшего. Ищем свидетелей произошедшего, потому что нам нужна сейчас максимальная поддержка именно со стороны людей, которые видели это в поселке Борисоглебское по улице Шоссейная, 46А. Возможно, кто-то проезжал и на видеорегистратор зафиксировал данное происшествие. Вот. Всех призываем откликнуться, ну и, собственно, от нас благодарность обязательно за это будет. Те, кто был свидетелем этого наезда, могут обратиться по телефону, указанному на экране. Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.